город Воркута. Всем добрый день! Мой мастер-класс посвящен теме профилактика выгорания педагогов путем формирования новых нейронных связей. Поэтому мне потребуется 4 педагога. Синдром профессионального выгорания впервые использовал американский психиатр Герберт Фрейденберг. Доктор ввел данное понятие для обозначения душевного состояния людей, которые испытывают разочарование, опустошенность, сопровождающиеся нарастающим безразличием к своей работе. Также занимались разработкой данной темы, изучением вернее, такие ученые, как Бойко, Водопьянова, Рябова, Чикарева. Американские ученые Маслак и Джексон выделили 3 главные составляющие выгорания. Это эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция профессиональных достижений. Все эти 3 стадии в чем проявляются? Эмоциональное истощение – это равнодушие ко всему рабочему процессу. Человек начинает чувствовать себя опустошенным, то есть это самая первая стадия, приглушенность собственных эмоций, создает ощущение вакуумного пространства, профессиональные обязанности выполняются чисто формально. Следующая стадия – это деперсонализация, частичное или полное отстранение от общения с коллегами и другими людьми на работе. Данное явление возникает как защитная реакция на эмоциональную перегруженность и сопровождается внутренним раздражением. Периодически могут возникать у человека резкие вспышки гнева. Следующая стадия – это стадия редукции профессиональных достижений. Она возникает в условиях завышенных требований к сотруднику и характеризуется чувством собственной некомпетентности. Нередко человек ощущает глубокую вину при незначительных недочетах, то есть снижается его адекватное самовосприятие. Эмоциональное выгорание чаще связано с такими профессиями, как учитель, врачи, психологи, священники, то есть те люди, которые чаще всего находятся в зоне риска, те люди, которые любят помогать, как призвание помогать другим. С каждым годом требования к учителям, они изменяются, то есть у наших молодых специалистов, у педагогов, которые имеют большой опыт, все больше и больше прибавляется работы, появляется как можно больше документации, новые требования какие-то, вводятся какие-то новые отчеты, электронная отчетность, также они еще должны думать о том, как развивать наших детей, думать о рейтинге школы. То есть учитель должен быть своего рода патриотом своего дела. По исследованиям, как я посмотрела, как ни странно, почему-то больше всего склонны к профессиональному выгоранию молодые педагоги, а не педагоги в возрасте. Это объясняется следующими причинами, как недоверие родителей и коллег, несоответствие реальной действительности и ожиданий, отсутствие необходимого опыта общения с учениками, блуждающие приоритеты. Также бывают такие внешние причины, как временный дефицит, напряженный ритм работы, некомфортные условия работы, то есть отсутствие своего кабинета или какого-то оснащения, неэффективный стиль руководства, отсутствие четких задач, необоснованная критика, плохая обратная связь, разобщенность коллектива, однообразие выполняемых действий. Выделяются 3 стадии эмоционального выгорания учителей. То есть сначала, самая первая стадия, когда наблюдаются периодические сбои незначительные, то есть преподаватель может перескакивать с темы на тему, задавать хаотичные вопросы ученикам. Вследствие этого возникает повышенный самоконтроль, боязнь ошибиться на фоне общего эмоционального напряжения. Вторая стадия, это уже более глубокая стадия, она характеризуется уже состоянием апатии. Работа становится человеку неинтересна, снижается потребность в общении. Появляется у человека ощущение хронической усталости. Кроме этого, раздраженность и постоянное напряжение начинают сказываться уже на физическом здоровье.
И самая последняя стадия, да, уже, которая более разрушительная, происходит потеря интереса не только к работе, но и к жизни. Человек в таком состоянии может проявлять отчуждение к близким людям. Я предлагаю такой способ для снятия напряжения, для профилактики эмоционального выгорания, как нейрографика. Этот метод уже существует еще с 2014 года. Ввел этот метод, получается, у нас Павел Михайлович Пискарев. Изначально он был введен в качестве релаксации, расслабления. Все мы знаем, что раньше первоначально у нас были видели в магазинах такие раскраски интересные, как мантры, мандалы, да, то есть мы просто раскрашиваем при помощи цветов, приводим свое внутреннее состояние в норму. После этого появилась уже нейрографика, и при помощи нейрографики, да, здесь уже более углубленное идет значение у нее, потому что человек при помощи нее может изменять свой внутренний мир, при помощи также построения нейронных связей и при помощи специальных инструментов, которые используются при помощи рисования. Значит, нейрографика также относится к практикам заботы, потому что в ней есть потенциал самопомощи и заботы о себе с использованием маркера, листа бумаги. То есть нам нужны самые простейшие инструменты. Маркер, лист бумаги, фломастеры или цветные карандаши. Значит, суть самой нейрографики в том, что она актуализирует нейронную сеть в коре головного мозга и приводит в возбуждение нейрона, отвечающий за задачу. Также известно, что из области медицины, что в возбужденном состоянии нейроны склонны соединяться, образуя новые сети. Таким образом, при помощи этого рисования, при помощи нейрографических линий, человек изменяет себя, изменяет какие-то свои внутренние проблемы, реализует какие-то свои желания. Значит, я использовала этот метод позапрошлом году на своих педагогах. Использовала его только в течение полугода. На протяжении полугода это было 2 четверти. У меня было проведено 2 занятия, получается, за 1 четверть в начале и в конце. Значит, какие были результаты, получается, да, по методике Бойко. Получается, была фраза «сформированная резистенция». Это у 40% учителей, получается, была сформированная фаза напряжения и фаза истощения. Значит, в фазе напряжения было 32 человека, то есть педагоги испытывали, да, какой-то стресс, получается. И в фазе истощения, то есть которые уже были более близки, да, на грани, было 28%. Это было первоначально, получается, исследование. Значит, к концу года у нас получилось, после проведения 4 занятий, у нас получилось, что, конечно, результат не очень большой, незначительный, но он был положительный. У 46% учителей, получается, уже была резистенция. В фазе напряжения наблюдались 28% и в фазе истощения 26%. Основными элементами нейрографики являются нейролинии. Вот на картинке, что такое нейролиния? Это неповторимая линия, то есть линия, которая не имеет никаких повторений. То есть она ассоциируется у нас с чем угодно, да? С чем мы можем ассоциировать? С облаками, с волнами. Также круги у нас являются, как вы думаете, с чем круг ассоциируется? Целостность какая-то. Так, еще. Земной шар еще. Самый яркий источник? Солнце, да, источник энергии. Также круг, он у нас делится еще на полукруги, потому что тоже является очень активным. Он у нас будет участвовать в элементах скругления. И с чем у вас полукруг ассоциируется? А с более таким высоким? Месяц, да. Луна, месяц получается, да. Еще, значит, такой элемент, как пересечение и скругление. Все вот наши в рисовании, получается, пересечения, они имеют острые углы. Есть такие элементы, там как треугольники. Вот, и с чем треугольник можно ассоциировать? Треугольник. Гора. С чем? Ну, гора. Гора еще. А чувство, ощущения? Острота. Вот, треугольник это острые углы. А острота с чем ассоциируется? С каким у нас чувством внутренним? Болью. Боль еще. Гнев. Нет, еще с чувством опасности, да, можем ассоциировать. Суть нейрографики в том, что все наши вот эти вот тревоги, все наши углы, которые будут в процессе рисования проявляться, мы должны будем с вами скруглять.
А сейчас я предлагаю вам небольшой мастер-класс. Сам по себе как бы он длительностью идет минут 50-60, но я вам предлагаю поиграть только, провести, вернее, небольшие элементы этого мастер-класса. Пожалуйста, закройте свои глаза. Закройте свои глаза. Сделайте глубокий вдох. Да, колонки не подключены, наверное. Да. Сделайте глубокий вдох. Сделайте выдох. И представьте, пожалуйста, перед собой буквально 2-3 желания, самых значимых желания, которые вы хотите добиться в ближайшее время. 2-3 желания. Представьте их перед собой, визуализируйте. Поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я видела, что вы уже представили, что вы готовы. Отлично, молодцы. Открываем глаза. Берем с вами в руки черный или коричневый фломастер. Сейчас мы с вами будем реализовывать нашу мечту. Рисуем в центре себя круг. Это мы, то есть круг это я. Сразу же обозначьте, да, для себя, где у вас ваше желание, то есть в каком языке находится, да? Я вот тоже придется совсем хорошо. Можно, как вам удобно, главное, чтобы они все были овальны. Нарисовали? А теперь обратите, пожалуйста, внимание. Для себя выделите лепестки, которые у вас будут по желанию. В каком лепестке у вас будет какое желание. Обозначьте для себя цифрами 1, 2, 3 или 1, 2. У кого сколько желаний? Мысленно вписывайте свое желание в данный лепесток. Можете словом обозначить, если вам так легче, чего вы хотите. Есть писать? Обозначили? Теперь мы с вами ищем острый угол. Посмотрите, пожалуйста. Вот у меня, допустим, вот появился треугольник. Теперь наша задача скруглить его. Сделать так, чтобы был полукруг везде. Все углы мы с вами закрашены в черный. Мы скругляем, получается, чтобы уголков у нас не было.
процессе скругления мы с вами думаем о том, какие у нас могут быть проблемы, да, мешать реализации наших желаний. Может быть, кто-то обозначит свое желание вслух? Нет таких желаний? Все тайные желания. Учиться отпуск даже. Одно желание точно посвящено этому. Опасный интенсив. А какие проблемы мешают? Вот в процессе скорбления нужно думать, какие проблемы, да, могут мешать этому всему. Я вот до конца не буду закрашивать, да, потому что мы с вами немножко ограничены во времени. Что-то теплого лета. Теплого лета. Как раз будет запуск вселенной, потому что мы на это желание не сможем никак повлиять, да, потому что... Скруглили? Молодцы, скруглили, да? Теперь мы с вами расслабляем нашу ручку и будем рисовать нейролинию. Что такое нейролиния? Линия не должна повторяться. Допустим, вот участок идет, она уже повторяется, она уже не нейролиния считается. Рука должна идти плавно. Вот как вам видится, как вы хотите. Через лепестки, в первую очередь, которые у нас с вами идут желания. Мы запускаем свое желание во Вселенную. Как хотите, можете через весь лист, можете через лепесток, можете по-любому. Но она повторяться не должна. Линий может быть множество, как вам угодно рисовать. И по центру или только по лепесткам? Как хотите вообще. И у меня уже пошла, видите, я нервничаю, поэтому я уже повторяю. Можно через все лепестки, да. Можно, самое главное, через свои желания. Тут нет определенных сфер, да, допустим, куда, в какую сторону вы пойдете, там вообще без разницы. Хотели так, захотели так. Внутри оставили. Рисовали? Теперь мы с вами ищем здесь также острые углы. Обращаем внимание, вот они пошли наши скругления. Все острые углы мы с вами также скругляем, то есть их быть не должно. У нас должно быть все полностью без углов. Сама суть нейрографики, да, в достижении желаний, в релаксации, если это работа с ребенком, допустим, да, с поведением с каким-то его, то мы всегда скругляем углы. Работа будет считать законченной, когда у нас все углы будут скруглены. Все уголочки у нас скругляются. И по идее все, что у нас остается, оно все потом у нас обводится, да, более жирным маркером. Получается? Вот сейчас какие у вас эмоции? Поменялись у кого-то какие-то эмоции? Спокойствие. Рисование всегда успокаивает.
Вообще, когда это все делается под релаксирующую музыку, человек расслабляется, конечно, вот, углубляется в себя, это очень интересно. И последнее будет наше с вами действие. Что мы с вами делаем? Мы с вами должны задействовать, что? Конечно, цвет. Мы с вами берем те цвета, которые вам больше всего нравятся. И опять же в произвольном порядке, так как вам нравится, вы заполняете в первую очередь свои желания. Да? Без разницы, как вы будете, какие зоны вы будете закрашивать. В процессе закрашивания у кого-то меняется что-то? Эмоции ярче становятся. Потому что цвет, да, наполняемся цветом, потому что, да, будет цвет. Когда закрашиваем, также мы думаем о наших желаниях обязательно. Вообще, конечно, сама по себе это очень трудная работа, да, когда нужно долго сидеть. В итоге получается еще переход идет к цвету. Делать акцент на цвет, какой у нас цвет задействован. Но чаще всего все какие цвета используют при закрашивании, девочки, какие цвета? Ну, у всех яркие цвета, да, вот я смотрю, у всех яркие. Редко кто берет коричневый, черный, да, цвет, чтобы они были такие вот. Здесь обращайте внимание именно, да, на акцент цвета, какой у нас проходит. То есть у всех в основном цвета. Я углубилась в это, очень интересно, понравилось, да? Вот эта методика очень хорошо успокаивает нервы, кстати, на самом деле. Тоже сюда сижу и делаю. Яркие цвета, да, голубой, розовый, зеленый тоже, да, голубой, розовый, оранжевый, желтый, фиолетовый, желтый. Вот, это был небольшой элемент, больше показывать не буду, потому что на самом деле эта работа очень глубокая, нужно над ней, ну, на протяжении часа примерно мы работаем с педагогами, сидим. До тех пор, пока это не скруглится, не окрасится, работа не считается завершенной. Очень хочется закончить. Там индивидуально подход. С собой на развитие. Заканчивать стоит незавершенным штатом. Конечно, можно нарисовать ближайшие дни. Конечно, конечно. Спасибо большое. Большое спасибо нашим участникам. Они работают активно уже на втором мастер-классе. Да, их работа не останавливается ни на минуту. Мы благодарим Светлану Викторовну, да, за проведенный мастер-класс. И теперь вопросы жюри. Скажи-ка, пожалуйста, да, доброе утро уже, да? Скажите, пожалуйста, вот какие особенности нейрографики вы нам можете назвать? Вот какие достоинства ее? Достоинства? Да. Почему вот ее следует применять? Вот что в ней есть такое, что может заворожить и может каким-то образом стимулировать? Во-первых, в первую очередь, это успокоение, в первую очередь. Это было изначально задумано, да, вот по данной методике. В дальнейшем, получается, уже идет у подростков коррекция поведения. Сейчас по школам к нам приезжали сыктывкарские психологи. Когда у нас как раз была работа индивидуальная с детьми, они проводили беседы и выявлялись детки с девиантным поведением, детки, которые не умеют контролировать себя на уроках. Им прям было рекомендовано, и чтобы было дано разрешение учителям, детям прямо на уроке, когда они себя чувствуют некомфортно, рисовать нейрографику. То есть, как бы получается, коррекция поведения, да. А сейчас очень она развита среди бизнеса.
денежные потоки, привлечение любви, все остальное. А изначально это, да, это успокоение, как говорится, да, вот это вот. Добрый день. Вот у нас тут есть критерии, мы же все равно по критериям работаем. Какие перспективы в работе своей вот здесь вы видите? Перспективы? Вы знаете, когда педагоги выходят спокойные после мастер-класса, это уже, как говорит, А свои я перспективы? правильно? А свои Да, перспективы? да. Ну, перспективы, вот дальше, продолжение этой работы или это все, или как? Ну, перспективы какие-то, только я беру различные варианты мастер-классов с ними проводить. Их же очень много. Там есть, я имею в виду, там, как, различные формы работы в данном направлении, как говорится. Там есть варианты различные, рисования, там, дерево желаний, там, есть, да, коррекция поведения, там, мои чувства, мои эмоции. То есть направлений там очень много. Особых я перспектив прям таких не вижу. Как бы я применяю их просто как форма работы. У вас заявлен мастер-класс профилактика профессионального выгорания педагогов. Вы проводили исследования. Вот по этим исследованиям у вас какие результаты получились? Там, получается, небольшие, за полгода, да, то есть за 4, получается, занятия, которые... Начальная диагностика у вас с помощью методик каких проведена? Методика Бойко. Только методика? Да, только ее брала. Ага. И итоговая диагностика тоже? Да, только ее брала. И получается у вас 2%? Там незначительно, там 2 и 4, да. Вы продолжаете исследования? Или это у вас все-таки была какая-то разовая акция по нейрографике, и вы используете ее только, например, в рамках недели психологии или еще? Нет, так как я просто это опробировала на учителях другой школы, то как бы я ее уже не продолжала. Вот это был тот промежуток полгода. Вы считаете эту нейрографику эффективной в работе с педагогами? Как успокоение, да, почему нет? Сиюминутное успокоение, то есть они поработают, или это все-таки должна быть какая-то систематическая... Если систематически работать, то это будет, да, уже более длительный эффект. Какую программу профилактики исследований? Что? У вас есть программа профилактики профессионального выгорания? Да, конечно. Есть. Есть. Мы сами разрабатывали в каждой школе, да. Там идут тренинги определенные, упражнения. Спасибо. Слава Викторовна, скажите, пожалуйста, как вам кажется, данную методику нейрографики эффективнее на каком этапе профессионального или фазе профессионального выгорания использовать? Я думаю, что только на самом первичном, ну, возможно, вторичном, но ни в коем случае не на последнем. Правильно ли мы понимаем, что эффективность нейрографики у людей, которые находятся на стадии резистенции и истощения, менее эффективна? То есть вы не наблюдали? Нет, я не наблюдала, сдвигов нет. и так далее. То есть только на первой фазе. Да, я склоняюсь ближе к этому. Хорошо, в связи с этим тогда для, может быть, второй и третьей фазы, да, какие бы вы, может быть, из похожего, так скажем, разряда методики предложили? Какие методики? Да, помимо нейрографики. Ну, именно нейрографики? Помимо нейрографики. Помимо нейрографики. Существует специальная программа профессионального выгорания. Если, допустим, уже, да, там, вторая стадия, да, по ней работать, по первой стадии тоже по этим программам мы работаем. Если уже стадия третья, то, возможно, тут не только помощь психолога поможет, но понадобится человеку. Я бы уже предложила бы других специалистов просто. Спасибо. Более расширенных. Светлана Викторовна, мы благодарим и за ответы на вопросы тоже, но если сейчас позволите вопросы, наверное, комментарии. Правильно ли я понимаю, да, что вы не сертифицированный специалист по нейрографике? Правильно, я любитель. Угу. То есть и в этой связи мы можем говорить об использовании каких-то приемов из нейрографики для работы, выстраивания программы работы, да, с педагогическим коллективом. Да, да. Логично также предположить, да, мы проводим конкурс, да, под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации, и соответственно, какие, да, обоснования, да, какие основания, ну, официального, да, допустим, применения нейрографики в наших образовательных организациях. Это может коснуться любого нового метода.
Безусловно, да, одним из самых эффективных способов регуляции эмоционального состояния детей дошкольного возраста является рисование. Да. Очень жаль, что мы зачастую, став взрослыми, забываем, да, об этом универсальном способе. Ну и, разумеется, да, Светлана Викторовна, замечательно, наверное, когда вы обращаетесь к нейрографике, вспомнить, да, и помочь увидеть нашим замечательным педагогическим работникам в школах, в детских садах мир гораздо шире, да, потому что, наверное, можно предположить, что идею, да, нейрографики подал великий архитектор XX века Антонио Гауди. Именно он заложил, да, вот строения, которыми, да, наполнена Барселона, с округлением, да, с отсутствием острых углов. Поэтому, ну, наверное, когда такие программы выстраиваются, замечательно еще обращаться к межпредметным связям. Спасибо вам большое. Спасибо. Итак, готовится Светлана Сергеевна Козлова, педагог, психолог детского сада номер 108, город Сыктывкар.